внутри железного занавеса. Там трагедия разыгрывается. Вы, конечно, знаете хорошо, как советская власть, безбожная и богоборческая, старается выкорчевать всякую религию, как она борется с Богом. Об этом не нужно много говорить, все об этом знают. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание, на то, что, о чем многие совсем не думают. Отец архимандрит Константин, которого многие из вас знают, вероятно, покойный редактор журнала «Православная Русь», глубокий христианский ум, он из всех достижений коммунистов самым страшным считал то, что коммунизм создал свою лже-церковь советскую, которую он подсунул народу несчастному вместо настоящей церкви, которая ушла в катакомбы, скрылась с поверхности. Не думайте, что я преувеличиваю, что отец Константин преувеличивает. Когда-то был Всероссийский церковный собор в 1918 году. На этом соборе вся Всероссийская церковь во главе с своим первосвятителем, патриархом Тихоном, анафематствовала, отлучила от церкви как самих богоборцев безбожников, так и всех тех, кто будет сотрудничать с ними. Эту анафему никто никогда не снимал. Она наложена законной властью, и до сих пор она остается в полной силе. А вот в 27 году возглавлявший тогда русскую церковь митрополит Сергий издал страшную позорную декларацию, в которой от лица всей церкви объявил, что радости советской власти наши радости, ее печали наши печали, объявил о полном сотрудничестве с государственной властью. То есть, другими словами, получилось то, о чем мы читаем молитву в Предисповеди, когда священнику, молясь о кающихся Господу Богу, в числе их грехов причисляет, что они под свою анафему подоша, подпали под свою анафему. Так вот и тут и митрополит Сергий, и вся иерархия с ним согласная, под свою анафему подоша, потому что анафема была произнесена и на богоборцев, на их сотрудников, а теперь церковь объявила о своем сотрудничестве с ними. Под свою анафему подоша. Мало того, когда была издана эта позорная декларация, то от официальной советской уже церкви отделилась катакомбная истинная православная церковь, которая, уходя в подполье, как нам говорили те, кто были в катакомбной церкви, анафематствовала еще раз советскую официальную церковь. Следственно, эта церковь анафематствована 2 раза законной церковной властью. Нас учит апостол Павел вообще церковь, что церковь есть тело Христово, что в церкви пребывает сам Господь Иисус Христос, и Его благодать и истина, которые в Нем и с Ним. А скажите, может ли верующий разум, рассудок и сердце верующее допустить, что Христос находится в этой организации, которая сотрудничает с Его осатаневшими врагами, хвалит их, благословляет их, идет с ними под ручку, как говорится? Конечно, это немыслимо. Поэтому я говорю свое мнение. Наша церковь, так сказать, этого никогда еще в форме всеобщего обсуждения и осуждения не высказывал, но я убежден, что в этой самой советской церкви благодати нет и не может быть, потому что отступила она от верности Христу, и Христа Спасителя там нет и быть не может. Это мое глубокое убеждение. Я его не навязываю никому, но я говорю откровенно, как я думаю. Часто говорят, ну что ж такое? Какое же положение получается? Если это уже церковь, то чем же виноват народ, который в этом не разбирается? Все это уже церковь.
они же не виноваты. Вы, наверное, слышали часто такие вещи. А я на это отвечаю: как не виноват? Как не виноват? Они знают, какая у них власть? Богоборческая. Власть идет против Бога. Разве можно такую власть признавать? Они признают, и ей повинуются. И вот за это вместо истинной церкви получает уже церковь. Мы не произносим суда над каждой человеческой душой, которая там верует в Бога и которая, так сказать, по-своему стремится к Нему. Это дело Божие. И тут суд будет принадлежать только одному Господу Богу. Но я лично, допустим, что благодать Божия находится там, в этой советской церкви, никак не.